Новосибирский дождь. Какой красивый мостик. Что, взял вот такую штуку. Сэндвич. Ой, какой он горячий-то. Короче, его как-то надо развернуть. Ё-моё, целое дело. Так, короче, вот такая штука. Ветчина, сыр, моцарелла, свежие томаты, чиабатта, чеснок, филе цыпленка. Короче, горячая. Так что вот такую новую диковинку я буду сейчас пробовать. Вот у меня этот KFC вчера достал, короче. Смотрите, эта зона тут какая. Кстати, я под зонтиком. Сегодня что-то у нас дождик идет. Тигры у ног твоих сели. Потом лось. О, какой лось. Офигенный лось. И все у нас. Это зайцы разлеглись. Вот такие вот зайчики здесь. Все так красиво, эстетически сделано. В принципе. Смотрите, как необычно. Надо будет их сфоткать. Такая тут площадка. Рядом с игровой. Вот так вот. Прикольно, да, делают? И тут какой крокодил-то здоровенный прямо. Офигеть. И тут урны какие-то. Типа урны же, да, сделаны. Вот район Фламинго. Район Фламинго. Новый район. Но это считается как бы не совсем что Новосибирск. Хотя вплотную вот это Кировский район здесь. Но это вот относится к какой-то деревне. Сейчас точно не помню, но деревня. Деревня, поэтому здесь вот было что-то с какие-то строения. Ничего, я не знаю, короче, по карте раньше ничего не было. Вроде бы как такого серьезного. И произвели застройку. Район довольно большой, много зданий. Там своя школа, куча магазинов на разную. Ну, все подряд, короче. Там, по-моему, только ДНС нету. Такие вот видео, что-то такие вот глобальные. А так, по мелочевке. Тут все видео. Ой, господи, что. Пятерочка, ярче, магнит и так далее. Вот. Тут, как говорится, дома все, вот они жилые. То есть там на первых этажах никаких нет магазинов. Высотность домов невысокая. Там, по-моему, максимум. Ну, короче, от 5 и до 8, что ли, этажных. Где-то. Ну, вот тут 5-этажки. Все, ты тут еще фиг пройдешь. Ну, тут гаражи какие-то. Надо вот вдоль этой дороги идти, получается. Рядом с ним вот эти вот гаражи еще стоят. Так что там где-то проход с той стороны. Тут зайти так просто где попало не получится. Кстати, эти что-то поля, что ли, попилили их. Ух ты, тут даже вот эти гаражи их что это, так покрасили, чтобы они как бы вписывались. Ну, молодцы. Счастье. Вот Фламинго. Вот он. Тут вход. Вот тут магазины. Ну, тут, короче, на каждом углу. И вот в эту сторону. В сторону города. Тут вот такие места. Где тут мы видим Магнит, Якши, Вальдерис, Пиво, лепешки, шаурма, арбузы, овощ, фрукт, самса, свежее мясо, халяль. Короче, все вот то, что вам надо. Ну и тут вот
О, там, кстати, кто-то лазит, швы заделывает, что ли, верхолазы. Ага. Тут в панельных домах тоже этим страдают. Ну и вот мы, по сути дела, вышли к... Вот он, Фламинго, большие дома. А тут коттеджный поселок. Называется он Березки. Элитные березки. Здесь, как мы можем видеть, это все опять стандартный набор магазинчиков, что мы все людям. Тут остановочка, тут какой-то автобус, он 160-й останавливается. Пазик. Ну, я не знаю, конечно, это фигово, что такой автобус маленький. Ну, вот тут вот такая вот продажа идет. Так, и куда я все зашел? Я не туда зашел. Неправильно я иду. Мороженое. И это вы посмотрели. Ну, вот Березки. Элитный микрорайон такой. Коттеджный поселок в Новосибирске. А вот это вот Фламинго. Тоже микрорайон. Вот там даже написано Фламинго микрорайон. Вот тут такие вот дома. Сколько это этажей? 5. Раз, два, три, 4, 5. Пятиэтажные, да? Тут как бы невысокая застройка такая. А здесь двухэтажные коттеджи. Тут, короче, въезд туда через шлагбаум и проход там через калитку электронным ключом. Так вот просто не зайдешь. Так, смотри, такие вот урночки здесь аккуратненькие, все новенькое. Ой, пардон. Я вон сейчас до того дойду местечко. Ну и вот сами эти коттеджики, вот они выполнены таким образом. То есть, вон там даже в каких-то есть гараж внутренний, да, смотрите, то есть он прямо подъезжает, заезжает и прямо у себя дома. Отдельно калитка, есть входная дверь и въезд для машины. А если просто без этого, без гаража. Балконы тоже, кстати, закрытые, все крытые, ничего не надо придумывать. Почему-то интересно, тут кондиционеров места нету. Куда они? Они как-то централизованно выводятся, что ли? Вот, и вот это первый ряд, видать, вот с этой стороны этих коттеджей. Они тут все со встроенными гаражами. А туда дальше там без гаражей, еще раз повторюсь. То есть, ну, они все двухэтажные. То есть там надо в расчет принимать то, что у вас будет лестница, и надо будет по этой лестнице скакать там вверх-вниз постоянно. В доме, если вы будете жить, то есть у вас не одноуровневая, а двухуровневая квартира. Так вот. Ну, соответственно, свои издержки есть тут по лестнице бегать. Как солнце-то вышло. Хорошо. Может быть, деньки будут эти осенние. Прогреют. Хорошо походить. Чем этот дождь, чем это туман этот, облака эти, свинцовые навесы. Ну вот, новосибирское мороженое, Новекс, GD Мастер. Что-то мясо продают. Фикс прайс, тут пятерочка опять. Вот тут они во многих местах. Вот туда он далеко уходит, в принципе, этот район. Тут у них школа вон своя есть. Интересно, улица Фламинго, 15. Прикольно, да? Ну, тут этот, получается, микрорайон, он открытый, да? В отличие от этого элитного коттеджного поселка.
То есть там надо пропуск иметь, чтобы туда зайти. Тут все, то, что вы любите, пятерочка, фикс прайс, пиво обязательно, пицца. Люди ходят, гуляют. Кстати, тут воздух чуть потише, почище. Вот дворики, там детская площадка, потом футбольная, баскетбольная площадка тут между домами. Ну, и тут парковочка, видать, это перед этим, с этой стороны. Вон еще тут всякие суши, сыр, все, что вы любите. Аптека обязательно. Чистая проверка, мокрый нос. Это звериный магазин для зверев. Кстати, тут можно, не можно выгуливать их. Сибирский боярин, что-то так. А вот это, да, у них школа, видать. Магазин Ангария Сибирский. То есть, в принципе, так вот, по большему счету, если вы тут живете, вам сюда заходить, еду подкупать, и можно никуда отсюда не уезжать. Аккуратно вот эти трансформаторные подстанции, это что это? Ну и туда дальше уходит все это дело. Вот даже с этой стороны, смотрите, тут все тоже овощи, пекарня, фрукты. Такой торговый центр здоровый. Единственное, конечно, что вот эти районы, микрорайоны эти, они находятся как бы на краю города, да, Новосибирска. И, соответственно, чтобы в центр, на ту сторону, тут, конечно, целая эпопея добраться. Тут в последние годы транспорта все больше и больше. Каждый год там по 80 тысяч машин прессуете. Люди покупают, кредиты берут. Многие машины эти. Поэтому, в принципе, сейчас машину взять проблем никаких нет. Ну, а тут вот эти вот коттеджи, они вон там рядами тоже стоят. Рядами. Так. Вот такой вот райончик. Там, кстати, вот вечером в этом районе красиво. Там как бы такой участочек перед каждым таунхаусом, да? Таунхаус называется. Кстати, вот эта вот квартира в этом жилищном поселке. Ну, в таком английском типичном стиле сделан, да? Как у них любят. Свой дворик маленький такой, ну там как участочек есть. Можно на нем мангальчик какой-нибудь или просто топчан там полежать, если солнце. Кто-то даже там продает. Ну, тут, наверное, много продают люди. Многие купили, наверное, как инвестицию здесь. И, соответственно, хотят деньги свои приумножить. Вот местечко Фламинго, вот такое вот. Так, ну что, вышел, погода начала портиться. Вон какие облака стали. Красиво, да? Сейчас как раз на закат уже время. Вот так вот. Так, ну что, такой вот райончик. Сейчас посюда, наверное, пойду. И тут красиво у них. Смотрите, как деревца тут, кустарнички подстрижены. Вот там, знаешь, футбол можно играть, баскетбол, волейбол, можно качаться на качелях. И хорошее такое местечко, школа, строится она, делается. Так что тут как бы жить
это хорошо. На удалении, как бы, да, получается. Только единственный минус, что не в городе, а надо до города добираться. Отсюда, не знаю, час, меньше полтора. То есть, если туда-сюда, это надо часа 3 сутки тратить только на дорожку. Ну а кто работает онлайн или для пенсионеров, может даже лучше тут. О, какое тут все новенькое, новенькое. И напротив тут вот школа, понимаете ли, школа. А вон там торговый центр. Вот. Все тут компактно, удобно. Рядом остановка автобусная. Так, ну и вот выходим. Короче, тут уже видно частный сектор рядом. Ну вот такие вот тут улицы. Улица Фламинго, номер такая. Прикольно придумали. Здесь уже дорога проходит. Так, а это что-то улица Венская, 17. Ну, вообще красота. Название мне нравится. Здесь, в принципе, недалеко от этого микрорайона и церковь есть, и парк, и даже этот ледовый дворец, бассейн, короче. Ну, дворы, смотрите, какие. Просто мечта. Да, машины сюда не заезжают. В общем-то, круто. Да, машины сюда не заезжают, хотя, я думаю, вот у нас в городе нашлись бы такие важные ребята, которым на все, как говорится, одним местом ложили они, которые сюда бы заехали. Вот тут вот. Перепрыгнули они бы тут через это. Раздолбали потом вот этот тротуар бы тут. И он прямо бы подъезжали к подъездикам. Но тут такого нет. Тут, смотрите, все видненько. Если эта зона безавтомобильная, значит, это зона безавтомобильная, что хорошо. Безопасность. За детей не надо так сильно волноваться, когда автомобили, они прямо шныряют по двору. Так, тут еще какая-то улочка. Вот такая. Переходим на эту улочку. Сделано все видненько. Так вот. Вот так вот. Аллейки такие. Вот вообще классное место. Пятиэтажная застройка, кирпичики. И вот не видно, а кондиционеры, наверное, на балконах у них или где они спрятаны. То есть эстетический вид вообще не испорчен. А они хотя вон есть. Уже выставляют кондиционеры. Вон на этом доме. А на этом нету. Интересно, как у них тут все продумано в этом плане. И вот эта табличка выгул собак запрещен. Понимаете, да? То есть собаки-то у нас самые такие получаются. За ними же никто не убирает. Вот, и они гадят. А здесь запрещено. Вот еще один дворик. Тут немножко другие какие-то дома. Вот. Все балкончики, видите, да, уже сделанные. Так что ничего городить не надо. Тут еще какое-то рядом строение. Вот этот дом рядом. Мария Рады, аптека. Венская, 23. Вот этот райончик есть. Так, ну а здесь прошли вот мы это здание. Вот пятерочка. Ну это просто радостно. И тут, видать, еще куча магазинов каких-то есть. Ну, просто это радостно, то что пятиэтажная застройка, не выше, то есть тут без лифтов, не надо париться там с этим лифтом. Ну, вот, это, вот такие вот магазины
всякие, то что надо. Калина-малина, суши даром, хатмен, пиво, закуски, мастерок, фрукты, ну и мороженое. И вот если туда пройти дальше, там подобный тоже будет. Там въезд, кстати, на территорию будет этого элитного района Березки. И там примерно те же магазины, что и здесь. Так вот, все тут сделано. Ну а здесь вот эта застройка, наверное, 90-х годов. Мне так кажется, вот эти крупнопанельные дома. Их тут много. Кировский район, город Новосибирск. Этого райончика. Вот тут есть выход. Вот тут переходик. И тут, кстати, вот это уже каменные, деревяшки. Частный сектор. Ну вот. Здесь еще один переходик. Вот дорогу перейдем. Здесь, кстати, гаражи. Вот такие вот. Вот видно этот райончик. У него крыши, кстати, там прикольные такие. С какими-то, как будто дымовые трубы. Тут можно пройти. Кстати, отдельная площадка пировая. Да. Ой, тут тоже вот это вот растет рябина, калина. И здесь тоже какой-то торговый комплекс. Магнит косметик. Да? А вот там видно церковь уже. Такие вот районы. Такая вот застройка здесь. Вот эти дома. Тут уголок. Проходим. Тут улица. Вот еще один какой-то здоровый торговый центр. Ну, я не вижу тут кинотеатров почему-то. Прикольно так сделано все. Ага, как бы. А кино посмотреть негде. Вон тут опять фикс-прайс, мокрый нос, дисконт, аптека, пивоварня, магнит. Вот тут. Короче, оно все тут повторяется. И вот тут тоже вот этот дом, тут тоже магазины. И с той стороны вот это уже старые советских времен дома. Вон туда тоже пятиэтажная застройка. Советская еще. Там 70-х, 60-х годов здесь. То есть вот этот участок его застроили уже после перестроечное время. Короче, вот это. А это старый еще район. Кировский. Вот здесь вот такая широченная, вот смотрите, какая широченная здесь улица. Здесь вот тут гулять можно, сквер считайте. Ну и как дополнительно машины заграждены, получается это завеса от машин, от грязи их. Вот так вот. Такие дела. А в том направлении, там уже в сам город ехать. Улица Зорги. А это улица Громова. Пятерочка, универсам. Что вы хотите? Канцтовары. Какие-то. Вот она, церковка открывается. Так что новая, кстати, церковь. Недавно построена. Ну, поскольку район этот развивается, и ее здесь построили. Вот какой тут вход только один, что стоит. Такой солидный. Сделан церковь. Все со скрипича. Церковная лавка. Вот сам храм. И там еще за ним тоже. Тут, по-моему, монастырь какой-то. Так. Ну и все. Листвы тут сколько. Тут
Здесь тоже листва. Вот, и тут тоже первые этажи вот этого здания, которое на улицу выходит. Ну и здесь вот автобусные уже остановки, троллейбус здесь. Трамвай, по-моему, сюда не ходит, а там где-то он дальше. И так, в принципе, тут автобус, троллейбус. Так, ну тут небольшой такой парк есть. Вот тут стадион, короче, крытый этот ледовый каток, ледовая арена, зоопарк. Тут какие-то еще что-то прокат, катаются что ли на машинках. Зоопарк. Вот такой как бы в районе в этом Кировском место для того, чтобы отдыхали люди с детьми. Вот тут уже эти закрытые все аттракционы. Вот что усиливается. Такие грибочки. Ну, тут стадион сколько. Где-то площадка была. Лазилки разные. Вот такие вот. Ну, вон там даже это как подвесная канатная дорога есть. И вот там вдалеке еще аттракционы. И здесь, смотрите, колесо обозрения. Правда, ну что тут смотреть, я не знаю. Тут, потому что тут в ту сторону только что ли. Ну, вот такой мини-парк в районе Новосибирска, Кировском есть. Ну что, в общем-то, неплохо. А вот поликлиника.